болью в сердце всматриваешься в полотна профессиональных художников, представленных на этой выставке. Горе, унижение, страдания людей многократно превзошли все трагедии, когда-либо происшедшие в истории, потому что нет большего несчастья, чем потерять свой отчий дом, свою отчизну и уезжать в никуда. В работах художников перекликаются две темы – защита Отечества от врага и прощание с Родиной. Представители нашего народа обращали внимание на те проблемы, которые были связаны и с ликвидацией государственности народа, и с тем, какие тяготы, лишения испытал наш народ с 1944 года. Конечно же, нельзя сравнивать те страдания, те лишения, которые претерпел сам народ и другие народы, которые подверглись также депортации. Но, тем не менее, мне хочется сегодня отметить, что творческая интеллигенция, научная интеллигенция и духовенство, будем говорить, это те представители нашего народа, которые более глубже сострадали вот это выселение, они еще начиная с первых лет выселения начали работу по выяснению тех обстоятельств и возможностей возвращения на родину. 40-е годы это были лихие годы для нашего народа. Как и весь советский народ, 1941 год – начало Великой Отечественной войны. Естественно, в этой войне принимали и представители массовая демобилизация. Массовая демобилизация была. Даже две такие массовые демобилизации – начало 42-го и конец 41-го года. В результате этих мобилизаций на фронт ушло с Чеченной Ингушетии по тем временам где-то 27 тысяч человек. Хотела бы более подробно остановиться вот все-таки на Малгобекской оборонительной операции. Почему? Потому что действительно это была решающая битва. Это была битва, которая внесла ключевой поворот в ходе во всей Великой Отечественной войне. Почему действительно в сентябре 1942 года немцы оказались у порога Малгобека. Было оказано сопротивление, то есть героически было оказано сопротивление как местным населением, так и солдатами Красной Армии. В 1943 году, 3 января 1943 года Малгобек был освобожден. И все-таки население вздохнуло. Это был очень решительный момент, и началось отступление с Кавказа. Только начали налаживать свою мирную жизнь, заниматься своим хозяйством. И вторая, вот как вы говорите, страшная беда нависла над ингушским народом. Это был 1944 год, год выселения всего, тотального выселения всего ингушского народа. В памяти старшего поколения эти годы оставили тяжелые воспоминания. Они потеряли самое дорогое – близких людей и родину. Забыть это нельзя. И об этом напоминают работы не только профессиональных художников, но и изумительно по содержанию работы учащихся художественной школы республики. Ведь это их деды, прадеды не только пережили эти унижения, но и выстояли и вернулись на родину, сохранив истинно человеческое достоинство. Духовная сила дает возможность художнику показать. Да, перед вами преклонного возраста ингуш. Он в белоснежной черкеске. У него серого цвета каракулевая шапка. Рядом с ним находится практически намного моложе его. Мы с вами даже видим каменную стелу, то есть по-ингушски чурта. И он рассказывает, сидя на коленях, как все это происходило. Но у художника есть право. Какое право? Он может композицию создавать из отдельно взятых элементов. Фрагмент поезда перед вами. Небольшая возвышенность, на котором сидит этот человек, который на своем теле испытал все эти ужасы и рассказывает наиболее старшему поколению, молодому поколению, все то, что он видел и испытал на себе. Посмотрите эту выставку в Государственном музее изобразительных искусств в городе Карабулаке. Она научит вас не забывать свою историю, учиться у старшего поколения мужеству и стойкости и просто знать о прошлом народа. Хава Абадиева, Адам Плеев, Муса Ужагов, Вести, Ингушетия.